Между тем, в Якутии завоз грузов по автозимникам завершен успешно. План перевыполнен на 105%. Из запланированных 644 тысяч тонн по факту перевезено 676 тысяч. В связи с этим скорректированы и планы навигации в сторону уменьшения. Подробнее в следующем сюжете. В целом, навигацию 2018 года планируется перевести порядка 3 миллионов тонн грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения более 1,1 миллиона тонн. По сравнению с 2017 годом объем завоза грузов уменьшился почти на 150 тысяч тонн. Подводя итоги, мы констатируем факт, что автозимние перевозки 2017-2018 года полностью произведены в полном объеме. Значит, все запасы, которые требуется создать до открытия автозимников, они фактически на местах у нас имеются. Говоря про подготовку к паводку, Зайцев отметил, что проводятся превентивные меры. Зачернение и распиловка льда на 86% и 74% соответственно. В этом году в зону возможного подтопления попадает 166 населенных пунктов. Распиловка и зачернение более 80% работы все выполнены. Значит, по зачернению надо отметить, что объем составляет более 580 гектаров. По распиловке, значит, протяженность будет составлять более 10 километров. Это на территории 14 муниципальных районов республики. Первый этап паводка прогнозируется в первых-вторых декадах мая в западных, южных и центральных группах районов. Второй этап – конец мая, начало июня в северных и арктических районах. И заключительный этап – в летний-осенний период. Надеемся, что судоходная обстановка в этом году будет в целом нормальная. Главное, чтобы у нас Амга и Вилюй также позволили своевременно доставить весь объем грузов, потому что эти реки у нас являются быстро мелеющими. Ну и далее уже планируем перейти на второй тур навигации, это северные арктические реки. В период паводка школьники из отдаленных населенных пунктов в райцентры вывозиться не будут. Елизавета Васильева, Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Якутия.